Есть города в России многоликой, с богатством форм и яркостью толпы. Мой город не такой уж знаменитый, а для меня роднее не найти. По-пушкински просто, по-есенински искренне и по-толстовски глубинно прошел очередной год и оставил свой неизгладимый след в городской летописи. Было все – лирика, будничная проза, своеобразная поэзия и праздничная помпезность. Каждый день, как новая страница, теперь уже ставшей историей. 12 глав 2015 года написали мы с вами и запомнили его со своим эпилогом, но его содержание останется неизменным. Знаковым событием минувшего года стал 60-летний юбилей Сибая. Масштабное празднование, народные гуляния объединили всех горожан. Торжественное мероприятие своим визитом почтили не только главы муниципалитетов, но и первые лица региона, в том числе и глава Башкортостана Рустем Хамитов. Ключевым событием в этот день стало подведение итогов реализации среднесрочной комплексной программы экономического развития Зауралья, рассчитанной на 2011-2015 годы. Благодаря видимым изменениям по ходу исполнения программы ее действие было решено продлить до 2020 года, тем самым предоставляя возможность для дальнейшего развития не только районам Зауралья, но и нашему городу. Подарком для всех сибайцев в 2015 году стали нужные и долгожданные социальные и промышленные объекты. Был дан старт работе современного мукомольного комплекса, аналогов которому нет в республике. Продукция выпускается на новейшем итальянском оборудовании «Милсервис». Монтажные работы велись под контролем команды итальянских специалистов. Передовое европейское оборудование позволяет перерабатывать в сутки 300 тонн зерна. Использование новых технологий увеличило производственную мощность новой мельницы в 2,5 раза. Реконструкция парка имени 30-летия Победы, обновленный вид центральной площади и ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса Зауралья – все это также достижения 2015 года. Теперь в Сибае появились современные конференц- и кинозалы, ресторан высокого класса, торгово-выставочные салоны, детский городок и многое другое. Благодаря инвестиционному проекту в городе стало больше достопримечательностей. В частности, светомузыкальный фонтан «Морская симфония», пушка, символ Победы, высажена аллея из благородных пород деревьев. Центр Сибая стал излюбленным местом отдыха горожан и гостей города. Башкирская земля талантами славится. У подрастающего поколения появилась прекрасная возможность воплощать свои самые смелые творческие идеи. В Сибае построена современная детская художественная школа с городским выставочным залом. Учреждение рассчитано на 250 учащихся. Здание возведено с учетом требований доступной среды. Открыт компьютерный класс, классы живописи, лепки, резьбы по дереву, скульптуры и другие. Порадовали подарками в 2015 году и жителей микрорайонов. Для малышей поселка Золото распахнул свои двери детский сад «Алтынай», рассчитанный на 115 мест. Яркое, современно оснащенное учреждение дошкольного образования неоспоримо является доказательством того, что вопросы, волнующие сибайцев, решаются. Теперь у золотарцев новая мечта – начальная школа в поселке. А вот у жителей поселка Аркаим другая радость. Там, благодаря меценату и просто неравнодушному человеку, директору общества «Регион нефтеснаб» Руслану Юрамхаметову, появилась мечеть со звучным названием Абу-Бакр ас-Сиддик. Свой вклад в возведение духовного храма внесли жители поселка и организации города. На первом этаже мечети расположен класс, на втором – молельный зал для мужчин и на третьем – для женщин. В микрорайоне Восточный к юбилею города сибайцам подарили современную спортивно-игровую площадку. Сибайский филиал открытого акционерного общества «Учелинский ГОК» стал главным инициатором и спонсором возведения этого универсального сооружения общей площадью 680 квадратных метров, предназначенного для игр в мини-футбол, баскетбол и волейбол. Масштабное празднование разбавили национальным колоритом. Впервые в Сибае состоялся конкурс «Зауральский кумыс», в котором приняли участие лучшие кумысоделы республики. На импровизированном ипподроме состоялись традиционные спортивные скачки со свойственным только этому виду азартом. А главные народные гуляния развернулись на стадионе «Труд», где по традиции после яркого театрализованного представления наградили лучших из лучших. 5 человек удостоились звания «Почетный гражданин города». Это Андрей Геннадьевич Назаров, Нур Азаматович Тажидинов, Яудат Усманович Бикинов, Рашид Хайдарович Идрисов и Дамир Мазитович Галимов. Вечернее празднование юбилея состоялось на центральной площади. Тысячи сибайцев смогли отдохнуть и потанцевать под любимые песни и посмотреть выступления звезд башкирской и российской эстрады. Завершился насыщенный юбилейный день грандиозным фейерверком. Празднование Дня города не стало бы возможным, если бы в далекие 40-е солдаты советской армии не отстояли честь нашей державы в борьбе с фашизмом. 70-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне с размахом отметили и в Сибае. Ветеранам, труженикам тыла, узникам концлагерей были вручены юбилейные медали. У обелиска «Вечный огонь» минуты молчания почтили память тех, кто погиб, так и не узнав, что мы победили.
9 мая в парке состоялась закладка капсулы Победы с обращением ветеранов к потомкам. Гильзу с посланием вскроют через 30 лет на вековой юбилей Победы. А по центральным улицам города прошли организованные колонны сибайцев. Люди с гордостью несли имена своих героев войны, шагая в бессмертном полку. Эти сотни безмолвных портретов солдат в военной форме остались в строю победителей на все времена. За главными юбилейными датами стоят трудовые будни рядовых сибайцев, и в нынешнее непростое время все работали на благо предприятий и будущего своих семей. В 2015 году введено в эксплуатацию более 20 тысяч квадратных метров жилья. В рамках реализации адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выделено порядка 250 миллионов рублей на приобретение 152 квартир, в которые переселились граждане из 19 многоквартирных аварийных домов. Успешно реализуется программа строительства социального жилья. В минувшем году введен в эксплуатацию 21-квартирный жилой дом по улице Белова, 12/2. Масштабная работа проделана и по капитальному ремонту центральной теплотрассы от Зауральской ТЭЦ до улицы Белова с применением новых теплоизоляционных и покрывных материалов, увеличением диаметра трубопровода и частичным изменением способа прокладки с надземного на подземный. Продолжается строительство водопроводных сетей в микрорайонах. В 2015 году освоено 17,5 миллионов рублей, проложено 9800 метров труб в поселках Горный и Золото. Введен в эксплуатацию водопровод со станцией повышения давления в поселке Аркаим протяженностью более 9 километров. В 2015 году в рамках территориального заказа по содержанию, капитальному ремонту, строительству дорог общего пользования Сибаю было выделено порядка 30 миллионов рублей. Отремонтировано более 4 километров автомобильных дорог. Обновлен асфальт на улицах Закива-Лиди, Пионерская, уложен тротуар по улице Чайковского. Выполнены работы по щебеночной осыпке дорог в микрорайонах. Показатели работы и производств также могут порадовать. Объем добычи на сибайском филиале УГОК достиг 1,5 миллиона тонн руды, что составляет 102% к уровню 2014 года. На сибайской обогатительной фабрике переработано более 1 500 000 тонн руды. За минувший год на сибайском подземном руднике пройдено порядка 5000 погонных метров горных выработок. Выпущено товарной продукции на сумму 6,5 миллиардов рублей. Показателями успешной работы являются не только данные статистики, но и история предприятий, организаций и учреждений города. 2015 оказался юбилейным для школы номер 7. Свою летопись учебное заведение ведет уже 55 лет. 60 лет назад на станции Сибай встретили первый поезд. Юбилей железнодорожного вокзала отмечали согласно с традицией – прибытием юбилейного поезда. 30 лет со дня основания предприятия отметили люди крепкой породы – шахтопроходчики. Сегодня Башкирское шахтопроходческое управление, переживая непростые времена, уверенно идет на подъем. Сотрудники Сибайского городского суда в 2015 году также принимали поздравления. 60 лет со дня его основания. За это время сменилось не одно поколение судей, но и ныне там работают профессионалы своего дела. Вот уже четверть века достойно несут свою службу и сибайские налоговики. 2015 для сотрудников налоговой инспекции номер 37 стал годом постановки новых задач и достижения одной неизменной цели – пополнения бюджета. Центр детского творчества. 55 лет педагоги учреждения дополнительного образования развивают таланты юных сибайцев. Успешным год минувший стал и на культурном поприще. Образцовый ансамбль танца «Гульдар» удостоился звания лауреата первой степени 19-го международного конкурса фестиваля «Праздник детства», проходившего в Санкт-Петербурге. Кроме этого, гульдаровцы становятся лауреатами второй степени 7-го международного фестиваля конкурса детского и юношеского национального творчества «Без границ. Юниор-2015», проходившего в Абхазии. Вокально-эстрадная студия «Йондос» в Крымском Севастополе завоевала звание лауреата первой степени 5-го международного фестиваля конкурса «Дорогами успеха». Народный ансамбль танца «Эньюкай» стал лучшим в России из 160 танцевальных коллективов в номинации «Народный танец». Еще одним важным культурным событием ушедшего года стало издание единственной в своем роде городской энциклопедии. Над ее созданием трудились десятки людей, собирая по крупицам исторические сведения о нашем городе, биографические данные о людях, внесших немалый вклад в развитие Сибая. Есть колоссальные достижения и в сфере образования. Лицей номер 9 удостоился гран-при республиканского форума «Электронная школа». Коллектив на практике доказал, что они являются по праву лучшими в регионе по внедрению электронного образования. В 2015 году сибайцы продолжили пополнять ряды любителей здорового образа жизни, участвуя в ежегодных массовых мероприятиях, таких как «Лыжня России» и «Кросс нации». Но кроме этого, наши горожане попробовали свои силы в спортивной рыбалке и вело-мото-джип-триале, впервые организованных в Сибае. А основным спортивным событием минувшего года стало открытие Центра тестирования ГТО на базе детско-юношеской спортивной школы. Быть здоровым стало модно.
А еще наши горожане стали значительно добрее и милосерднее. Сибайское телевидение совместно с музыкантами города запустило цепочку добрых дел в виде благотворительного концерта «Подари надежду». 3 детям, нуждающимся в лечении, помогли собрать средства на курс реабилитации и операции. Данная акция продолжится и впредь. Концерт, прошедший с аншлагом, подтолкнул и остальных помогать ближнему, пусть и незнакомому человеку. В благотворительный марафон включился Сибайский институт, КВНщики, колледж искусств, певец башкирской эстрады Ильгиз Абдрахманов, предприниматели, предприятия Сибайские электрические сети, башкирские колбасы, артисты и музыканты города. Оказалось, чтобы помочь другому человеку, не нужно быть богатым или сильным, достаточно быть просто добрым. Но в череде событий были и те, которые предугадать невозможно. Этим-то история отличается, что заранее ее не написать. В чрезвычайном происшествии город потерял здание, связанное с целой эпохой – Сибайскую филармонию. Эту трагедию люди до сих пор вспоминают со слезами на глазах. Свадьбы, дискотеки, концерты, утренники, торжественные мероприятия. С этим дворцом у каждого сибайца своя история. Случай оказался из разряда «не было бы счастья, да несчастье помогло». Глава республики Рустем Хамитов заверил, что выявленное наследие ЮНЕСКО Сибайскую филармонию восстановят, сохранив ее исторический облик и расширив концертный зал. Вот и минул еще один год, подтверждая истину быстротечности жизни. 2015 запомнился не только фанфарами, но и безвозвратными потерями. От нас ушли люди, которые оставили яркий след на страницах городской летописи, но, увы, больше не добавят в нее ни слова. Это Бану Махмутовна Бакирова, бессменный руководитель народного фольклорного ансамбля «Янгузей», Амир Мисбахович Кутулахметов, научный руководитель городского музея, кандидат филологических наук, соавтор энциклопедии Сибай, Юлай Хакимович Муратов, автор более 200 песен и нескольких сборников, самодеятельный композитор и отец 10 детей. Азамат Акзамович Тажидинов, известный краевед, отличник народного образования Российской Федерации, журналист и писатель. Вадим Аркадьевич Немзоров, защитник хоккейного клуба «Металлург» Магнитогорск, тренер детской хоккейной команды, капитан городской команды «Горняк». Мы больше не увидим наших земляков вживую, но они навсегда останутся в нашей памяти, как и их свершение на благо Сибая. Потери неизбежны, но придут новые герои, и будут звучать уже другие имена, и подвиги станут другие, потому что предки завещали нам жить лучше и сделали для этого все возможное. Каждый год рождаются новые ученые, спортсмены, политики, пусть пока совсем маленькие, но очень важные. Вот так, и в ушедшем году на свет появилось 1046 маленьких сибайцев. Именно для них мы строим дома, детские сады, сажаем деревья, и уже вместе с ними продолжаем писать историю родного города.